На База ТВ время новостей. В студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Итоги 5 лет работы. Уполномоченная по правам человека Асида Шакрел выступила с отчетом перед депутатами парламента Абхазии. Обсудили проблему высотного строительства в исторической части города. Пресс-конференция активистов инициативной группы «Харахакалай». Красавец-мужчина Островского пополнил репертуар Абхазского русского театра. В Русдраме состоялась премьера нового спектакля. Начнем с официальной хроники. Президент Аслан Бжания подписал распоряжение о назначении Рауля Лоло советником президента Республики Абхазия по вопросам национальной безопасности и обороны. Уполномоченная по правам человека Асида Шакрел выступила с ежегодным отчетом перед депутатами парламента Абхазии. В своем отчете Шакрел затронула основные проблемы в сфере прав и свобод жителей республики. Депутаты задали интересующие вопросы и поблагодарили Асиду Шакрел за 5 лет на должности уполномоченного по правам человека. В этом же докладе будут сделаны определенные выводы и даны оценки по результатам 5-летней деятельности аппарата уполномоченного по правам человека. Как и в предыдущих докладах, к сожалению, в очередной раз приходится констатировать, что государственные институты, в том числе Народное собрание, так и не приступили к обсуждению остро стоящих перед государством проблем, о которых говорится в докладах. Хочу обратить внимание на то, что отсутствие реагирования соответствующих государственных органов на выявленные в ходе работы уполномоченного по правам человека серьезные нарушения являются системной проблемой. К сожалению, мы имеем дело с глубоко порочной практикой, когда чиновники замалчивают нарушение закона и прикрывают своих сотрудников, что обеспечивает им возможность уйти от ответственности и наказания. Можно сказать, что почти все отмеченные в докладах уполномоченного нарушения прав и свобод человека, носящие системный характер и требующие изменений в законодательстве или же в правоприменительной практике, остались без внимания государства. Руководители государственных структур не проявляют нетерпимости к нарушению прав человека, к нарушениям закона. Более того, некоторые из них зачастую сами нарушают законы, поощряя таким образом и других пренебрегать законами Республики Абхазия, и при этом не несут за это никакой ответственности. Выступление уполномоченного по правам человека в парламенте смотрите после выпуска новостей. 7 отчетов республиканских внебюджетных фондов заслушают 28 марта в ходе заседания Кабинета министров Абхазии. Сформирован новый состав Общественной палаты Абхазии. Члены Общественной палаты, утвержденные президентом совместно с представителями районов и городов процедурой конкурсного отбора, из 42 кандидатур избрали в новый состав Общественной палаты 11 представителей политических партий и общественных организаций. Даур Агрба – общественная организация «Апсадгил», Эраст Агумава – Федерация баскетбола Абхазии, Батал Айба – организация «Наш дом Абхазия», Астамар Ахба – Международный фонд Абхазии, Коба Гагохия – политическая партия Амцахара, Тенгиз Джопуа – Союз ветеранов и молодежи Апсны, Абиссалом Кварчия – Союз промышленников, аграриев и предпринимателей Абхазии, Эдик Кверая – Абхазская национальная конференция, Астамур Лого – политическая партия Народный фронт Абхазии, Изольда Хагба – Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс, Руслан Хашик – Союз журналистов Абхазии. Первое заседание нового состава Общественной палаты республики пройдет 29 марта. Проблему высотного строительства в исторической части города обсудили активисты инициативной группы «Харахакалай». О том, какие существуют нормативы для исторической части города, чем закончились переговоры с владельцем восьмиэтажки возле посольства России и какое видение зонирования города в части высотного строительства предлагают сами активисты, расскажет Надежда Боровикова.
Открывая пресс-конференцию, Мадина Бигуа, участник инициативной группы «Харахакалак», подчеркнула, что объединение не является политическим, не представляет ничьи интересы и не профинансировано какой-либо заинтересованной стороной. Единственная мотивация активистов – забота о внешнем облике столицы. Золотое правило – город должен быть комфортным и город должен быть гармоничным во всех смыслах. Реализовать эти правила может только, собственно, политика руководства. Реальность такова, что человек, не ограниченный никакими правилами, он, к великому сожалению, за редчайшим исключением, будет стараться добиться максимальной для себя выгоды. И, скорее всего, это будет в ущерб общей концепции городской. Не будем лукавить, мы сейчас здесь, мы собрались сегодня здесь, потому что перед городом стоит действительно такая очень острая проблема. Эта проблема, она возникла и наблюдается уже большое количество лет. Но сейчас на центральной набережной выросло уже, к сожалению, высотное здание, которое нарушает вот те главные правила, по которым должен строиться город. Инженер-урбанист Инна Барчан отметила, что любой город нужно развивать комплексно и задать вектор его долгосрочного развития. При этом нужно учитывать, что у каждого города есть свои ограничения, природные сложности. Сухум не исключение. Это сложность рельефа, так называемая орография нашего города, неоднородный рельеф. Это сложность геологических условий. Наши грунты отличаются неоднородностью, особенно в прибрежной зоне, особенно в исторической зоне. Они относятся к сложным категории сложных грунтов. Это неустойчивые грунты. Встречаются торфы, торфяные грунты, что предъявляет высочайшие требования проектировщикам, конструкторам и строителям при закладке и выборе фундамента. Второй фактор, который я бы хотела отметить, фактор сложности нашей зоны, скажем так, для строительства, это сейсмические условия. Наш регион находится в высокосейсмичной зоне активности. Индекс сейсмического риска сегодня составляет 9 баллов. То есть это достаточно серьезное требование к строителям, проектировщикам, необходимости усиления конструкции, усиления сейсмостойкости наших зданий. Да? Последние события, в общем-то, как раз говорят о такой необходимости и целесообразности. Инженер-строитель Астамурман подчеркнул, что еще один важнейший фактор, который нужно учитывать при строительстве – нагрузка на инженерные сети. Так, например, проблема просадки домов из-за неправильно просчитанной нагрузки на грунт далеко не единичный случай в Сухуме. Исторический центр, тот, о котором идет речь сегодня, он был спроектирован и заложен задолго до появления современных конструкций. Соответственно, эти сети и коммуникации не рассчитаны на такую нагрузку. Грубо говоря, если посмотреть на фотографии, на наши кадры, видно, что вместо 2-3-этажных зданий появляются 9-10-этажные комплексы, которые резко увеличивают нагрузку на инженерные сети. Это канализация, это электрические сети. Одно дело, когда на бумаге подписывают разрешение, другое дело на практике. Мы видим, что в какие-то сильные дожди у нас из канализации сочится вода. То есть сети не готовы к таким нагрузкам точно, особенно в историческом центре. Юрист Дана Кучба отмечает, что генплана столицы нет, как и градостроительного кодекса. Но это не значит, что нет никаких норм. Существует целый ряд советских нормативов, которые довольно хороши, если их соблюдать. Плюс есть решение Сухумского городского собрания от 2009 года. Это решение, оно очень важно в первую очередь, потому что оно было принято, возможно, его приняли стихийно, но оно было, видимо, в тот момент, когда его принимали, оно было крайне необходимо. И на сегодняшний день эта необходимость, она не отпала в нем. К сожалению, вот с 2009 года сколько времени уже прошло, а ничего не изменилось, ничего нового не приняли.
В данном решении говорится о том, что высотность зданий от улицы Титова до реки Басла и до железнодорожного полотна, то есть вот этот прямоугольник весь, не может быть выше 16 метров. Пожалуй, здесь стоит согласиться с тем, что это достаточно большой объем, и поэтому говорить, что везде это строительство запрещено, ну, наверное, будет неправильно для развития города в первую очередь. Но на сегодняшний день это единственный документ, который нам позволяет ограничить этажность в центральной исторической части города. Архитектор Мадина Чкотуа рассказала, что противостоять желаниям заказчика, не имея правовой основы, действительно очень трудно. Существование градостроительного кодекса – это еще и как подспорье и защита, когда заказчик приходит к архитектору и просит спроектировать что-то, что, по его мнению, не впишется или не очень соответствует эстетике города, он не может отказать заказчику, потому что нет законов, которые бы остановили заказчика. То есть у него есть экономические какие-то задачи, у него есть какие-то свои видения архитектурного образа того, что он строит. Но задача архитектора его остановить с помощью закона, который есть. Это во-первых. И во-вторых, хотелось бы отметить, что архитекторам нужен градостроительный совет. Почему? Потому что когда проектируются объекты, которые имеют огромную значимость для города, они должны обсуждаться на общественных слушаниях и выноситься на обсуждение в компетентный орган. Сейчас градсовет не обладает такими полномочиями, чтобы он мог запретить или разрешить какой-то объект к строительству. Решения градостроительного совета при столичной администрации действительно носят рекомендательный характер. Но были случаи, когда даже такого решения хватило для внесения изменений в проект или даже приостановки работ. Так была остановлена реконструкция гостиницы «Белый парус». Градостроительный совет не одобрил эскиз ресторана на прилегающей территории. Решением градостроительного совета также удалось сократить этажность многоквартирного дома в Синопе, который, впрочем, так и не достроили. Другой вопрос, почему практика проведения градостроительного совета по общественно значимым объектам с привлечением СМИ вот уже несколько лет не применяется. Почему, например, на рассмотрение градостроительного совета не был вынесен проект 8-этажки у посольства Российской Федерации? На примере этого здания Мадина Чкотуа объяснила, почему важно принять закон об охранных зонах. Здание, строящееся на набережной города, оно захватывает своей 50-100-метровой зоной, радиусом, захватывает несколько объектов историко-культурного наследия. Сейчас охранных зон у этих зданий нет, но если бы они были, для того, чтобы обосновать строительство в этой зоне, нужно было бы учесть и охранные зоны, и перспективные виды по улицам, и высоту, и панорамный вид с моря, который тоже может быть под охраной. И все эти моменты сейчас мы упускаем, а в будущем не будет возможности это уже вернуть обратно. Мы знаем о том, что предстоит в парламенте принятие закона об апартаментах, и это еще один момент, когда нам нужно быть готовым с точки зрения закона, быть готовым к этому. Да, это строительство возможно, но каждое такое строительство должно быть обсуждено вот с точки зрения вот этих моментов. Активисты Харахакалак предлагают также свое видение зонирования города в части высотного строительства. Мы немного подумали, и, конечно же, эта карта еще должна быть рассмотрена и более подробно изучена, и нужно ее составить более корректно. Но здесь у нас 3 зоны. Зона регулирования высотности оранжевым цветом, зона, где у нас разрешено строительство до 25 метров, зона повышенного регулирования исторического центра, где новое строительство должно быть не выше 16 метров и возможно только в случае согласования с градостроительным советом и госуправлением охраны историко-культурного наследия. И парковые зоны отмечены зеленым цветом. Участники Харахакалак направили запрос на имя мэра Беслана Эшба с просьбой предоставить согласованный проект многоэтажного объекта по улице Когония, а также какие-либо документы, если они существуют, регламентирующие высотность и принятые после 2009 года. Прошло 2 недели, ответа пока нет. Также активисты встречались с владельцем стройки, предпринимателем Тимуром Заркуа. Было ощущение, что мы смогли договориться об изменении фасада. То есть решить вопрос нового фасада. Лично у меня было, как оказалось, ложное ощущение, что можно будет договориться об уменьшении этажности. Но после нашей встречи это здание выросло еще на 2 этажа. Вы же понимаете, что мы не обладаем этими ресурсами, ни правовыми,
профессиональными, да, все, что мы можем, это как на Брехаловке начать собраться и кричать. Для этого, да, для этого встреча, собственно, эта пресс-конференция вот для этого и организована, чтобы как-то понять, как должен город, общественность реагировать на такие факты. И, честно, я лично сейчас не вижу никакого другого выхода, только общественная, правда, реакция. 10 дней назад Генеральная прокуратура сообщила, что проводит проверку на предмет законности строительства многоэтажного капитального строения в городе Сухум. Вопросом занимается Управление по надзору за исполнением законодательства Абхазии. Уточнить предельные сроки исполнения данного поручения Генерального прокурора не удалось. Надежда Боровикова, Саид Агухава, Абаза ТВ. 27 марта – Всемирный день театра, интернациональный профессиональный праздник всех работников театра, ежегодно отмечаемый по всей планете в этот день. Президент Абхазии Аслан Джания поздравил работников театра в республике с Международным днем театра. Сегодня у нас есть возможность выразить благодарность людям, причастным к прекрасному театральному миру. Вы вносите огромный вклад в эстетическое и нравственное воспитание абхазского зрителя, даря возможность увидеть жизнь за гранью ее повседневности, говорится в частности в поздравительном адресе главы государства. Министр культуры Абхазии Даур Кове также поздравил коллег с Всемирным днем театра, пожелав работникам театра новых ярких премьер, удачных постановок, интересных гастролей, неизменного интереса зрителей, аншлагов и восторженных аплодисментов. А накануне Всемирного дня театра в Русдраме состоялась премьера нового спектакля. «Красавец-мужчина» Островского пополнил репертуар абхазского русского театра. Наши корреспонденты побывали на предпремьерном показе. Марьяна Котова поделится впечатлениями. За кого должна выходить замуж приличная девушка? На сцене Русдрама хорошо знакомые нам лица. Но что с ними? Почему так неприятно на них смотреть? Да просто это наши пороки в гипертрофированной форме говорят друг с другом и с нами устами персонажей пьесы Островского «Красавец-мужчина». Ах, что это был за ребенок? Это был воск. Из него можно было сделать все что угодно. Все что? Я привязываюсь. Смирение. Зоя, ты не должна противиться тому, что говорит тебе муж. Слушай, каждое его слово. Будь верной, Зоя. Будь красивой. Носи самое неудобное платье, пусть они даже смертельно сжимают твои ребра. Терпи. Островский всегда писал на злобу дня. Он высмеивал в своих комедиях пороки общества, частью которого был сам. Сегодня мотивы его пьес не теряют актуальности. Режиссер Ирина Дремова уверена, что зритель обязательно увидит это, поймет и, быть может, станет лучше благодаря этому спектаклю. Пусть даже если это будет единственный зритель из всего зала. Но мне кажется, мы забыли, что человек человеку человек. Правда, я очень чувствую о том, что у нас потерялась связь коммуникации. Мы перестали учиться быть добрыми друг другу, уважать. Нам нужно найти виноватых, а не попытаться уже сразу разрешить вопрос. И мне хочется, чтобы мы вернули все какой-то доброте, простоте, истине, чтобы мы гордыню всю эту, которая нас убивает. Вот есть я и никто больше. Чтобы мы умели признавать, я виноват, я вот такой, я человек. Я верю в то, что искусство, которым мы занимаемся, способно немножко изменить человека. Может быть, это будут 2-3 в зале из 100 тысяч. Но если они уже изменятся, чуть-чуть хотя бы, значит, уже все было не зря. Для актеров игра в этом спектакле стала настоящим испытанием, так как им пришлось исполнить роли совершенно не перекликающихся с ними персонажей. Но, по их же словам, сыграть роль человека с совершенно противоположными твоим нравственными установками – это еще один способ вырасти в профессиональном плане. Я, как актер, очень наполнилась, потому что это что-то новое, что-то другое, потому что вы видели мои роли, вы знаете, что я играю. Это что-то новое, какое-то сопротивление происходит внутри меня. Мне сложно дается эта роль, и я думаю, что это шаг к чему-то новому в моей жизни, в профессиональном плане. Осман Абухба тоже сразу не взлюбил своего персонажа, но попытался найти в нем зерно человечности, уцепился за него и блестяще справился с ролью идеального негодяя. Совсем такого мерзавца не хотелось бы тоже играть, но в нем нашли какое-то, пусть оно и маленькое, человеческое зерно, которое потом в конце
я об этом буду говорить, оно может быть как-то выявится, и кто-то, может быть, его оправдает для себя. Ну, я не скажу, что я его этим оправдываю, но хотя бы если чего-то. По словам генерального директора Росдрама Ираклия Хиндба, Островский как прост для восприятия, так же сложен для воспроизведения. Актеры должны проживать роли, находя опору в себе. Островский очень опасный автор. И на самом деле, при, казалось бы, такой самоигральности его пьес, пьесы действительно прекрасно читаются, они очень интересные, в них всегда есть сюжет, интрига и все остальное. Когда ты начинаешь переносить это на театральную сцену, хотя Островский писал именно для театра, вскрываются все подводные камни этой драматургии. Это такая драматургия, где очень важен текст, и самое главное, очень важно, чтобы актеры, помимо того, что они этот текст произносят, чтобы они подкладывали под это какие-то свои личные темы. Нужно в человеке раскопать что-то, что по-настоящему его волновало бы. И вот тогда, когда эта тема есть, и он эту тему протягивает через всю свою роль от начала и до конца, тогда что-то начинает получаться. С абсолютной уверенностью можно сказать, что «Красавец-мужчина» – это спектакль, не похожий ни на один из тех, что мы видели в Росдраме. Актеры, перевоплотившиеся в персонажей, олицетворяющих самые низкие человеческие пороки, цепляют нас, показывая, как в кривом зеркале отражаются наши самые потаенные мысли. Потому что я лучше других, я лучше всех вас, я лучше вашего пошлого общества, я другой. Марьяна Потова, Абаза ТВ. О других датах сегодняшнего дня. 27 марта 1955 года родился герой Абхазии Мушни Хварцкий. Талантливый археолог, он мог бы посвятить жизнь науке и сделать еще множество открытий, но испытания, выпавшие на долю Родины, повернули его жизнь, и он взял в руки оружие. За 4 месяца участия в Отечественной войне народа Абхазии он успел стать легендарным воином и героем. Сохранилось несколько его телевизионных интервью времен войны. Эти слова абхазы повторяют вновь и вновь, когда отмечаются памятные даты, связанные с войной. Не хочу, чтобы мой народ стал полностью была массой, которая занимается доставанием каких-то долларов или рублей. Мандаринами там торговали. Нас к этому вели и чуть не привели. Слава Богу, мы к этому еще не пришли, а уже и не придем, я думаю. Но в то же время дух есть дух, он, видимо, так просто не улетучивается, как винные пары. Человек — это нечто более великое, нечто более, не знаю, как выразиться, но большое, так скажем. Я более чем уверен, что чем больше нас давить будет, тем больше этот дух будет возрождаться, тем больше будут просыпаться гены, тем больше будем мы познавать друг друга, помогать друг другу. И я нисколько не сомневаюсь, что мы победим. — 27 марта 1962 года родился Олег Чанба, легендарный летчик Отечественной войны народа Абхазии, герой Абхазии. Майор авиации до войны Олег летал на самых современных самолетах, а здесь пришлось и на спортивных, и даже на дельтаплане. В нужный момент он летал на чем угодно, потому что хорошо знал все воздушные машины. Друзья рассказывали, что сравниться в летном деле с ним не мог никто. Он совершал рискованные боевые полеты в тыл противника. Талантливые строчки Олега Чанба, поэта, были опубликованы и стали известны широкой общественности уже после его трагической гибели. Многие из них стали крылатыми. Сегодня лауреату Государственной премии имени Дмитрия Гулия и премии «Летопись войны» кавалеру ордена Ахзапша третьей степени народному композитору Абхазии Константину Ченгелия исполнилось бы 92 года. Больше 30 лет Константин Ченгелия был художественным руководителем этнографического хора абхазских долгожителей «Нарта». Константин Ченгелия возглавлял Союз композиторов Абхазии, который был создан при нем и, как утверждают многие абхазские композиторы, благодаря ему. Цикл передач из архива Абаза ТВ смотрите в нашем вечернем эфире. В
В Сухуме стартовала республиканская олимпиада школьников. Пятидневное интеллектуальное соревнование выявит самых умных учащихся со всей республики по 13 предметам. В понедельник свои знания абхазского языка и литературы проявили ученики 9-11 классов. Слово Анастасии Никоновой. В актовом зале второй столичной школы собрались лучшие ученики со всех школ Абхазии. Их главная цель и задача – достойно представить свое учебное учреждение и педагогов, которые готовили их к республиканской олимпиаде школьников. Свои знания ребята проявят по 13 предметам, начнут старшеклассники с абхазского языка и литературы. Приветствуя школьников, министр просвещения отметил: безусловно, знание иностранных языков – актуальная тенденция сегодняшнего дня, но владение родным языком – необходимость. Ирехдез, ага, трешко, фютана, ага, фютана, ярласна, прямза, я и вам загияла гдзина, и шоу так, уезжать чезники, шум шагва, и всех счет, аманфелра кучара дувка, табу чезники, шахалахо, фюрцевиче, шазевиче. Школа на Пхагара табу расход, ах под бедурах дара димарят за мами хатра, а школ этапы, район этапы уги марят замост, хаху пшита цара куфимас, яха бысчала галагута, бысчей литературы. Арихаз их дома паркороб, ходу бысчей, а герта бысчей куяурус бысчей ром, а по-английски бысчей уртки фидерва зароб, а хапхи глазароб апсчей, ходу бысчей. На протяжении 5 дней школьники продемонстрируют членам жюри Олимпиады знания по 13 основным предметам. Как отмечает учитель средней школы номер 5 Нона Квициния, в состав жюри вошли специалисты и педагоги из различных школ. По абхазскому языку и литературе главные специалисты Министерства просвещения: Лакова Ирина Зазимовна, Халбат Валентина Аксентьевна, Чулоку Астанда Дмитриевна и Аргун Лариса Борисовна. По абхазскому языку Гварделия Ада Алексеевна, Кутелия Кристина Яковлевна, Цвейба Любовь Валерьевна, Ахба Астанда Зурабовна. По русскому языку и литературе Паразия Эсма Валерьевна, Гаспарян Карина Робертовна и Волоченко Виктория Олеговна, Пиля Шрена Игоревна. Это вот члены комиссии. Ученица Кутолской средней школы Кристина Супелян сегодня проявит свои знания в абхазском языке и литературе. Девушка готовилась к Олимпиаде основательно и приехала за победой. На протяжении 5 дней школьники со всей Абхазии будут показывать членам жюри Олимпиады свои знания. А по ее итогам все победители будут награждены грамотами. Анастасия Никонова, Инала Гухава, Абаза-ТВ. Сухум и Санкт-Петербург будут укреплять торгово-экономическое сотрудничество. В Питерской торгово-экономической промышленной палате состоялась информационно-протокольная встреча президента СПБ ТПП Владимира Катенева с правительственной делегацией Абхазии во главе с мэром города Сухум Бесланом Эшба. В ходе встречи стороны обсудили направления торгово-экономического сотрудничества, а также экономический и инвестиционный потенциал Абхазии. Российско-абхазское сотрудничество, проверенное временем, укрепляется. Сейчас мы видим потенциал для расширения взаимодействия в деловой сфере, включая совместные инвестиционные проекты, реализуемые на территории Абхазии и России. Кроме того, особый интерес вызывают проекты в сфере туристической отрасли, сказал президент ТПП Санкт-Петербурга Владимир Катенев. Турпоток в мае по сравнению с прошлым годом увеличится процентов на 30, а в июне на 50. Мы ожидаем сверхуспешный сезон на уровне 2021 года, если этому не помешают внешние факторы, отметил министр туризма Абхазии Тимураз Хишба в ходе брифинга, посвященного перспективам туристического сезона 2023 года, который он провел для российских журналистов.
Высокий спрос на отдых в Абхазии в летнем сезоне 2023 подтверждает и статистика продаж на майские праздники, сообщает Ассоциация туроператоров России. В среднем по рынку количество бронирований на этот высокий период уже на 20-40% опережает показатели прошлого года. У ряда компаний динамика еще выше, отмечают двукратный рост спроса на туры в Абхазию с заездом в период майских праздников. Уточняется на сайте АТОР. По прогнозам участников рынка, основной пик спроса наступит в первой половине апреля. 24 марта в актовом зале Музея боевой славы имени Владислава Ардзинба состоялся 4-й съезд Республиканского профсоюза экскурсоводов. В Абхазии были заслушаны выступления делегатов, обсуждались проблемы экскурсионной сферы и выбран высший руководящий состав. Председателем профсоюза был избран Дмитрий Акуци, заместителями Илья Шаданя и Форд Чичба. В комитет также вошли Денис Гопия и Наталья Басба. Группа ученых субтропического научного центра РАН провела полевые работы в ареале развития красноземов в районе Сухума, сообщает пресс-служба субтропического научного центра. Эти почвы не имеют распространения в России и отличаются повышенным содержанием окислов железа и алюминия. В Абхазии они встречаются локальными участками параллельно калхидской низменности. Научные сотрудники провели рекогносцировочные работы, нашли представительный объект для дальнейших исследований и собрали необходимые пробы. Исследования носят комплексный характер. Помимо описания и взятия проб и произрастающих в этом районе растений, были выполнены замеры уровня радиации, взяты пробы воды из ближайшего к исследуемому участку водоема. Благотворительный вечер в поддержку подопечных фонда Киараза и Очимчирского реабилитационного центра состоится в ресторане «Эрцах» в Сухуме 29 марта, сообщила «Спутник», представитель Киараз Кама Гопия. В рамках вечера пройдет аукцион картин и других произведений искусства, пожертвованных местными художниками. Состоится лотерея с розыгрышем порядка 30 призов от предпринимателей. Все собранные средства будут направлены на помощь детям с нарушениями развития без определенного диагноза, которым нужна коррекция и помощь специалистов. Идея мероприятия принадлежит предпринимателю Светлане Габуния, которая стала организатором вечера. Спорт. Очимчирские спортсмены из села Акпаске, которые выступили в составе сборной Абхазии, вернулись домой, заняв целый ряд призовых мест в ходе первенства России по карате «Фудакан», которое прошло в республике Башкортостан, город Уфа. Сейчас о погоде. Во вторник, 28 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман, атмосферное давление нестабильное. Температура воздуха ночью от 5 до 10, днем от 17 до 22 градусов. Температура морской воды 9 градусов. И на этом пока все. За развитием событий следите на Абаза ТВ. До новых встреч в эфире.